году фестиваль Ледовых ангелов проводился около самой творческой дачи на роднике имени Дмитрия Пигова, что находится за Аврора парком. А в этом году мы обратились к руководству Михайловского собора, и батюшка, отец Виктор Костенков, нас благословил, сказал: все, что делает группа «Творческая дача», я благословляю. И так появилась эта замечательная экспозиция. Еще хочу сказать, что мы рассчитывали, конечно, на какую-то спонсорскую поддержку и рассылали письма о том, что, мол, дайте нам денег на дело, но не встретили поддержки и, в общем-то, на свои средства провели это мероприятие. И даже вот электрика, которая здесь вот скоро засветятся фонарики, это тоже такая поддержка. То есть это все, в общем-то, благотворительно тут происходит, и не было никаких... Ну, конечно, если бы у нас были какие-то бюджеты и были какие-то средства, мы бы, может быть, развернулись бы за всю Красную Горку. То есть изначальная идея была, конечно, всю Красную Горку застроить скульптурами или группами скульптур, провести везде электричество, и тогда бы у нас вся площадка эта засияла. Причем прямо, такая внутренняя задача, может быть, еще в следующем году мы сможем ее реализовать. Причем прямо от галереи, которая под СУМом, и вот туда вниз, то есть всю магазин «Светелка», чтобы тоже засверкал ангелом, Калашниковский. То есть это планы на следующий год уже, потому что тема достаточно обширная, и с ангелами можно играть сколько угодно, потому что как ни старайся, вроде бы ангел две руки, одна голова и два крыла, да, казалось бы, но у каждого автора, несмотря на сходство, ангелы получаются разные. И, конечно, мы ни ангелами, ни архангелами тему не ограничиваем. Любые религиозные, какие-то чувственные, душевные переживания художников, какой-то религиозный, мистический, духовный опыт, они имеют право